Damn. Политтехнолог Сергей Гайдай на сайте «Новое время». Коломойский против Порошенко. Все только начинается. Пойдет ли Коломойский в политику после увольнения с поста губернатора? Конфликт между Коломойским и Порошенко обнаружил ключевое противоречие украинской политики. Для украинского правящего класса, элитой я их назвать не могу, главным мотивом нахождения во власти является защита бизнес-активов и зарабатывание денег. Больших денег. Тогда как истинный мотив нахождения во власти для настоящих элит – это обеспечение выживания собственного народа в долгосрочной перспективе и обеспечение конкурентоспособности страны, государства и нации в геополитическом масштабе. Понятно, что когда у власти деловые люди, зарабатывающие деньги, обеспечивая себе нерыночные бесконкурентные условия, ни о каком выживании, успешной стране или эффективном государстве речь не идет. Конфликт Коломойского и Порошенко – это конфликт не между государственным деятелем и бизнесменом, а между двумя бизнесменами. По-настоящему подобные конфликты могут быть решены раз и навсегда, только тогда, когда в стране появятся новые элиты, которые на пушечный выстрел не подпустят к рычагам власти тех, кто получает прибыль за счет ресурсов государства. Если отложить в сторону то, что стране нужна принципиально новая элита без коммерческих интересов, забыть, что все, кто уже был и кто находится сейчас у власти, должны уйти, не говорить о долгосрочных перспективах построения нового украинского государства, то интересно рассмотреть варианты дальнейших действий Коломойского. Когда теневой олигарх только стал государственным чиновником, я ожидал, что у такого действия обязательно появится политический формат. Накануне парламентских выборов 2014 года ожидалось даже создание некой новой всеукраинской политической силы, родом из Днепропетровска, как Львовская самопомощь. Когда человек становится публичным и получает позитивный рейтинг, это происходит почти невольно. Так было с Ющенко в 2000 году, когда, будучи премьер-министром, он совершил пару ходов, которые были позитивно восприняты населением. Самый главный из них – возврат зарплат бюджетникам и сельскому населению. И это дало мощный толчок его политической карьере, которая закончилась президентством. То же происходило с Коломойским и его командой. Они совершили ряд действий государственного уровня, которые были позитивно оценены обществом. Но, увы, если угроза сепаратизма вынудила Коломойского и его людей действовать в Днепропетровской области в качестве государственных деятелей, то в масштабах страны они продолжали работать как простая бизнес-команда, не создавали свой идеологический политический проект, а вкладывались в проекты уже существующие. Олигархи всегда так поступают, покупают места в списках политических партий, причем чаще всего стараются раскладывать яйца по разным корзинам. Говорили о том, что Коломойский финансировал и «Самопомощь», и Народный фронт, и Правый сектор, и другие политсилы. Он инвестировал в мажоритарщиков, купил проходные места своим кандидатам в нескольких партийных списках, а скандальные записи его общения в скайпе говорили о том, что ради безопасности своего региона он готов к переговорам даже с сепаратистами. Почему? Да потому что в бизнесе нет идеологии, только выгода. Бизнесмен не погибает ради идеи, а человек, который выбрал путь национального лидера, не может одновременно с этим думать о бизнес-интересах. Именно по этой причине поход Коломойского в государственные деятели на данный момент закончился. Бизнесмен Коломойский пока не стал большим политиком и государственным мужем, он просто олигарх, пусть социально активный и патриот, но не политик. И это не только проблема Коломойского, тоже касается всей украинской власти, прежде всего президента Порошенко. Несмотря на должность, которую он занимает, Порошенко пока не стал государственным деятелем, претендующим на отдельное место в пантеоне украинских героев. Он продолжает оставаться бизнесменом на должности президента, просто у него немного больше политического опыта и административных ресурсов, поэтому Порошенко и выглядит победителем в этом конфликте. Но можно ли говорить о том, что Коломойский побежден? И на этом все закончено? Конечно нет. Я не знаю, что он будет делать дальше. Поговаривают о создании новой политической партии, но мне кажется, что это будет банальный украинский политический проект. А у такого проекта только две судьбы. Первая – громко стартовать, завоевать хорошие рейтинги, как это было с нашей Украиной, Бютом или партией регионов. А затем громко обвалиться при всеобщей ненависти народа.
так и не выполнив обещанного. И вторая – мелкая возня и временный интерес политтехнологов, а затем тихое умирание ниже проходного политического барьера. Будем откровенны, лично Коломойский из-за своего характера, внешних данных, манеры общения явно не тянет на публичного политика. Его привычка показывать, что он самый умный, шутить так, чтобы публика почувствовала свою ничтожность, вульгарная речь, да и просто весьма своеобразный внешний вид – все это говорит о том, что публичность ему противопоказана. Но у Коломойского нельзя отнять одного – он очень умен и обладает несгибаемой волей к действию. У него есть главное, что необходимо любому политику в любой стране мира – деньги и способность инвестировать их в политику. Поэтому однозначно списывать со счетов Коломойского нельзя. Само его нахождение в этом месте и в это время говорит о том, что в украинской политике Коломойский останется. Но для этого ему нужны нетривиальные ходы, не просто финансирование каких-то партий или партиек. Это все прошлое и отыгравшее. В то же время ему не стоит и создавать новый политический проект по старым принципам. Новый проект должен быть особенным. При этом самому Коломойскому, если он по-прежнему останется крупным бизнесменом, хождение в политику категорически запрещено. Быть как корова в бамбалюке, стоя одной ногой в бизнесе, а другой в политике, значит поставить себя в такое же незавидное положение, в котором сегодня находится Порошенко. С одной стороны, он вроде бы достиг вершины политической власти в этой стране, а с другой, демонтаж старой политической системы и эффективные реформы угрожают его бизнес-империи, потому предъявить их украинцам он не может, хотя народ так жаждет кардинальных перемен. Если Коломойский собирается оставаться в бизнесе, то действовать нужно принципиально по-другому. Это должно быть умное и тонкое лоббирование своих интересов, а не покупка мест в списках. Не стоит вкладываться в уже существующую политическую систему, разворачивая ее под себя, ведь она все равно обречена. Чтобы достичь успеха в политике, Коломойскому надо не победить Порошенко, а обрушить всю существующую пирамиду власти и заменить ее на другую, в которой ему, как крупному предпринимателю, жилось бы комфортно и вольно. А что же нужно любому бизнесмену, чтобы чувствовать себя хорошо? Первое. Власть не должна рассматривать бизнес как социальное преступление. Второе. Не должна рассматривать бизнес как дойную корову. Власть должна дать бизнесу свободу и нормальные условия для работы и договориться с ним о понятном, логичном и удобном налогообложении. Причем не бизнесу отдельно взятого Коломойского, а всем предпринимателям в стране. И нужно принять, возможно, сейчас нелогичное для него правило. Никаких преференций лично у него не будет. Только орден за заслуги перед Отечеством в борьбе с сепаратизмом. Сегодня уже очевидно, что для победы над существующей системой власти не хватает кадров. Люди с Майдана пришли во власть на волне того, что все очень хотели прогнать старую. И вот ее прогнали, и что же дальше? У этих людей нет дальнейшего видения строительства новой страны, ни системных политических идей, ни опыта, ни знаний, ни идеологической закалки. Коломойский может поступить как бизнесмен. Раз ему самому не стоит заниматься политической деятельностью, нужно создать такой себе независимый ни от кого политический механизм, независимый не только от системы, но и от самого Коломойского. Путей к этой цели может быть несколько. Например, можно пойти по следам индийского проекта Lead India. Из 40 миллионов украинцев можно отобрать несколько десятков тех, за кого народ готов будет голосовать, которые смогут стать политической силой, вести которую будет идея, а не личные интересы. Второй возможный путь – идеологическая работа с военными, которые ради смены политической системы готовы на решительные действия. Люди на деле доказавшие, что за Украину они готовы отдавать жизнь, могут быть куда более конкурентоспособными в политике. Третьим путем может быть создание большой образовательной системы для новых политиков с использованием опыта того же Саакашвили, Ли Куан Ю и других известных реформаторов. Это учебное заведение может за несколько лет выпустить такое количество молодых реформаторов, объединенных в братства, ордена, клубы, сообщества, что они невольно рано или поздно придут к власти в этой стране. Схватка между Коломойским и Порошенко не закончена, и победитель пока еще не выявлен. Возможно, все только начинается.